Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности председателя правления национальной компании «Казавтожол» Улана Алипова и поручил правительству принять комплексные меры по улучшению состояния республиканских и местных автодорог. Позже был освобожден от занимаемой должности председателя комитета автодорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Сайранбек Бармаков за слабый контроль в дорожно-строительной сфере. Многие согласятся с тем, что это необходимая и своевременная мера, так как ситуация с автомобильными дорогами в Казахстане кажется беспросветной, поэтому поддержали президента в этом. Однако беда у нас не только с дорогами. Сегодня хотел бы обратить внимание на другое направление – на строительство. Ежегодно сотни миллиардов тенге тратятся на возведение домов, объектов коммуникаций, облагораживание городских территорий. За такие деньги мы, как налогоплательщики и, соответственно, заказчики строительств, должны получить только высшее качество. А если все сделано некачественно тяп-ляп, то кто-то должен нести персональную ответственность. На первый взгляд, основная вина должна лежать именно на подрядчике. Но у нас принято привлекать субподрядчиков и субсубподрядчиков, так что непонятно, кто что-то сделал не так. С них вину я не снимаю, так как и с местных властей, с акиматов, которых у нас общество тоже сразу выставляет виновными в огрехах строительства, и они, с одной стороны, правы. Но с другой не надо забывать о тех, кто принимает строительство. Если у самих не хватает профессионализма и умения оценить качество принимаемого объекта, то существуют разного рода СНИПы, в которых все уже давно и четко расписано, что и как должно крепиться, какие стандарты нужно соблюдать при строительстве, как нужно его оценивать и так далее. Насколько я знаю, уже возведенные объекты должны некоторое время постоять, чтобы оценить качество их постройки. Это знаю даже я, простой гражданин. А почему этого не знают те, кто принимает объекты? Почему само строительство идет без соответствующего государственного надзора? Ведь если вы строите себе дачу и нанимаете бригаду строителей, то постоянно контролируете работу, а потом не примете ее, если лестница будет кривая, а крыша еле держится. Можно долго искать виновных, одни будут указывать на других, играя в стрелочников. Поэтому, думаю, я не ошибусь, если скажу, что основными подозреваемыми в сложившейся ситуации является Комитет по строительству и жилищно-коммунального хозяйства и само Министерство индустрии и инфраструктурного развития, возглавляемое Бейбутом Атамкуловым. Если заглянуть на сайт этого комитета, то можно прочесть, что он осуществляет в пределах компетенции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, контрольные и реализационные функции в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, жилищных отношений, коммунального хозяйства и обращения с коммунальными отходами. Есть ли такой контроль на деле? Не уверен. Новости появляются в ленте чуть ли не каждый месяц, и это не считая мелких, которыми заполнены паблики в соцсетях, и даже появляются специальные группы в Фейсбуке. Дают крен многоэтажные дома. Срывает кровлю у десятков зданий, проседает дорожное полотно, асфальт и ковры. Изначально не работают лифты в надземных переходах. Я уже промолчу про тротуарную плитку, которая не держится и пару месяцев не только по причине некачественных работ по их укладке, но и по качеству ее исполнения. Хотя нет, молчать не буду. Ведь под нашими ногами в буквальном смысле наши с вами деньги. И меня лично, как гражданина и налогоплательщика, возмущает разрушающаяся за несколько недель брусчатка. Коротко говоря, за примерами далеко ходить не надо. Можно просто выйти из своего дома в любом городе страны, пройти пару кварталов, и вы обязательно наткнетесь на некачественное исполнение чего-либо.